Бог желает, чтобы вы были здоровы, поэтому не забывайте считать свои благословения и быть благодарными за чудесные вещи в вашей жизни. Максимизируя то, чего вы достигли, и признавая дары, данные вам Богом, вы сможете испытать еще большее изобилие. Этот приятный сюрприз может прийти в виде нового предложения о работе, существенного повышения зарплаты или неожиданного притока денег. Чудотворная рука Божия не только улучшит вашу жизнь, но и улучшит ваше физическое здоровье. Если вы верите в Бога, выразите свою поддержку этому сообщению, поставив лайк и поделившись этим видео в течение следующих 24 часов. Бог обещает обеспечить обильную радость во всех аспектах вашей жизни, включая любовь, богатство и совершенство. Благодаря Его милости и помощи у вас все наладится. Поздравляем вас с скорым финансовым чудом! Помните, когда ангелы посылаются, чтобы позаботиться о ваших долгах, обязанностях и семье, не имеет значения, кто против вас. Если вы любите Бога и Его рядом с вами, произойдут невообразимые вещи. У вас будет возможность общаться с другими, получать доступ к полезным ресурсам и получать финансовую помощь через Божью помощь. Веря в Него, вы также получите доступ к таким ресурсам, как люди и деньги. Бог принесет вам не только материальные богатства, но и изобилие радости. Он работает за кулисами, чтобы это произошло. Это даст вам значительную сумму денег для поддержки ваших близких. Ожидайте, что все ваши инвестиции будут увеличены в 10 или более раз, поскольку никто, кроме Иисуса Христа, не сможет примирить Бога и человечество. Доверьтесь Ему и позвольте Ему спасти вас от суда. Вам станет ясен кратчайший путь к удовлетворению и радости. Благодарность является ключевым моментом, поэтому просто введите «да», чтобы получить эту услугу. Подчиняясь воле Божией со смирением, и вы, и люди, о которых вы заботитесь, будете безмерно благословлены. Со временем все израненные участки вашего тела с Божьей помощью заживут. Вы можете превратить свои неудачи в триумфы. Продолжайте верить в наилучший возможный результат, следуя по пути, ведущему к свету. Божья любовь к вам огромна, и Он положил начало физической близости с вами. Он слышит молитвы и отвечает на них, поэтому не бойтесь молиться Ему, когда вам нужна помощь. Вы в безопасности от опасности, потому что имя Бога несет в себе силу. Будьте уверены, что Бог никогда не оставит вас. Он заботится о вас и держит вас в безопасности. Вы можете рассчитывать на Его непоколебимую поддержку, что бы ни случилось на вашем пути. Скажите Богу вслух, что вы разделяете Его ценности, когда вас только двое. В моменты, когда вы чувствуете, что не можете повлиять на ситуацию, Бог становится вашим всем. Вы сделали проницательные комментарии, и Бог – ваш помощник, когда вы не можете справиться с ситуацией в одиночку. Это обеспечивает комфорт и мощность. Если вы придерживаетесь идеи, что Бог – это все это и даже больше, вы начнете ощущать преимущество Его благословений на предстоящей неделе. Более того, вы находитесь на пороге периода беспрецедентного процветания. Бог защитит тебя от бед и никогда не оставит тебя. Вы одержите победу в каждом споре, и Его благосклонность будет очевидна во всех аспектах вашей жизни. Покажите свою веру, набрав «Аминь». В этот праздничный сезон, даже если вы чувствуете себя потерянным, растерянным и подавленным, не сдавайтесь, потому что Бог на вашей стороне.
Молитесь, чтобы Дед Мороз принес вам радость, отличное здоровье и финансовые благословения. Помните, что с Богом все возможно, какими бы сложными ни казались вещи. У вас есть непоколебимая поддержка Бога, и Он способен совершить, казалось бы, невозможное в разгар вашей борьбы. В начале мая у Бога большие планы на вашу семью. Он хочет поделиться с вами замечательными новостями. Знайте, что Он знает ваши имена и будет вести вас в этом путешествии. С моей помощью я хочу заверить вас, что ваши дети всегда будут помнить вас. Не волнуйся, я избавлю тебя от унижения и смущения. Пожалуйста, дайте мне знать, что вас беспокоит. Я никогда не создавал ничего большего, чем ты, и моя любовь к тебе не имеет границ. Я знаю о ваших потребностях и здесь, чтобы помочь вам их решить. Всякий раз, когда вам понадобится помощь, я более чем готов ее предоставить. Мой Святой Дух заверяет вас, что я подарю вам свои безраздельные благословения и открою двери рая. Если вы спросите меня, я могу вызвать дождь на вашем участке в идеальное время года, гарантируя процветание вашего урожая. Бог говорил с человечеством через посланников. Что бы вы ни решили, вы добьетесь, и труд ваших рук будет вознагражден. Не нужно бояться, я обеспечу вашу безопасность и защищу от вреда и опасности. Если случится что-то ужасное, я буду рядом с тобой. В раю я проведу с тобой вечность, потому что мой Сын Иисус Христос умер за тебя на кресте. Никакой другой подарок не может сравниться с этим. Моя цель – немедленно сообщить вам об этом. Пожалуйста, провозгласите миру, что наш Бог – могущественное божество. Помните, что вы умерли вместе с Христом на кресте, и любые испытания, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, ничто по сравнению с Его силой. Я призываю вас сказать всем, что наш Бог силен. Тот, кто живет внутри тебя сейчас, это не ты сам, а Христос. Вера в Сына Божьего, который любил свой народ и умер на кресте, чтобы спасти его, это причина, по которой вы можете жить этой жизнью. Поскольку ты так важен для меня, я обещаю быть рядом с тобой навсегда. А пока знай, что ты под моим бдительным оком. Я планирую и надеюсь на лучшее для вашего будущего. Эти стратегии совершенно безвредны и не причинят вам вреда. Напротив, их цель – улучшить вашу жизнь и дать надежду на будущее. Что бы ни случилось в будущем, ты можешь рассчитывать на мою поддержку. Я осыпаю вас благословениями, превосходящими ваши самые смелые мечты. Готовность принять эти благословения является признаком веры. Из-за меня ваше нынешнее благополучие вот-вот кардинально изменится. Я обеспечу вам вечное душевное спокойствие, чтобы помочь вам пережить трудные времена. С трудностями, с которыми вы сталкиваетесь, вам будет легче справиться, если вы поверите в меня. Если у кого-то из вас проблемы со здоровьем или финансами, знайте, что я всем сердцем сочувствую вам. Я знаю об этом, и это разбивает мне сердце. Однако я хочу, чтобы вы знали, я контролирую ситуацию. Я не связан тем, что говорят другие. Будьте уверены, я тот, кто может восстановить ваше здоровье, удовлетворить ваши потребности и дополнить вас. Моя божественная природа предоставляет способности к исцелению. Введите «да», чтобы иметь право на эту услугу. Пусть этот месяц будет наполнен множеством благословений для вас и ваших близких.
Любви, сострадания, добра и радости мои пожелания вам. Представьте себе возможность того, что ваша личная и профессиональная жизнь будет улучшаться в ближайшие годы. Просто верьте в меня, и я воплотю эти изменения в реальность. Я обещаю направить вас к решению любой ситуации, какой бы безнадежной она ни казалась. Рассмотрите такую альтернативу, доверьтесь тому, что я говорю, и вы освободитесь от страданий. Плачьте, и появятся новые возможности. Какой бы безнадежной ни казалась ситуация, если ты поверишь в меня, я найду решение. Как тот, кто создал всех, я имею полную власть над всем, включая тебя. Я создал Вселенную и контролирую ее. Будьте уверены, я удовлетворю потребности вашей семьи, выполню ваши финансовые обязательства и исцелю ваше разбитое сердце. Я могу сделать сегодняшний день волшебным и принести вам столько радости, благодаря которой исчезнут все ваши проблемы. Просто доверься мне. У меня есть способность творить чудеса. Я отвлеку тебя от всего, что тебя беспокоит, и направлю к лучшему будущему. Я хочу помочь вам открыть для себя настоящую любовь, улучшить свое здоровье, изменить финансовое положение и создать пространство для новых возможностей. Надеюсь, я смогу помочь вам в поисках любви. Мы просим вас помочь нам распространить эту информацию, поделившись этим видео. Неважно, сколько дней вы боролись на этой неделе. Если вы чувствуете себя потерянным и несчастным, я желаю благословений, которые изменят жизнь вам и вашим близким. Вы будете продолжать существовать бесконечно. Как бы долго вы ни были безутешны, не нужно излишне давить на себя. Вам не придется решать эту проблему в одиночку. С моей помощью вы обретете покой и преодолеете свои проблемы. Доверьтесь мне и почувствуйте изменения своих обстоятельств. Пусть ты найдешь утешение, зная, что я никогда не оставлю тебя. Мое самое глубочайшее желание, чтобы у вас было много радости и удачи во всех аспектах вашей жизни. Для любого, кто испытывает подобные чувства, ваши высказывания указывают на то, что вы переживаете трудные времена. И если вы чувствуете себя подавленным стрессом или гневом, порождаемым этим сценарием, знайте, что я здесь, чтобы поддержать вас. Сделайте себе одолжение и поверьте в меня. Вместо напряжения, которое вы испытываете сейчас, я подарю вам вечное душевное спокойствие, которое поможет вам пережить эти трудные времена. С трудностями, с которыми вы сталкиваетесь, вам будет легче справиться, если вы доверитесь мне. Если у кого-то из вас проблемы со здоровьем или финансами, знайте, мое сердце сочувствует вам. Я знаю об этом, и это разбивает мне сердце. Но будьте уверены, я контролирую ситуацию. Я не связан тем, что говорят другие. Я тот, кто может восстановить ваше здоровье, удовлетворить ваши потребности и дополнить вас. Моя божественная природа предоставляет способности к исцелению. Введите «да», чтобы иметь право на эту услугу. Пусть этот месяц будет наполнен множеством благословений для вас и ваших близких. Любви, сострадания, добра и радости мои пожелания вам. Представьте себе возможность того, что ваша личная и профессиональная жизнь будет улучшаться в ближайшие годы. Просто верьте в меня, и я воплотю эти изменения в реальность. Я обещаю направить вас к решению любой ситуации, какой бы безнадежной она ни казалась.
Рассмотрите такую альтернативу, доверьтесь тому, что я говорю, и вы освободитесь от страданий. Плачьте, и появятся новые возможности. Какой бы безнадежной ни казалась ситуация, если ты поверишь в меня, я найду решение. Как тот, кто создал все, я имею полную власть над всем, включая тебя. Я создал Вселенную и контролирую ее. Будьте уверены, я удовлетворю потребности вашей семьи, выполню ваши финансовые обязательства и исцелю ваше разбитое сердце. Я могу сделать сегодняшний день волшебным и принести вам столько радости, благодаря которой исчезнут все ваши проблемы. Просто доверься мне. У меня есть способность творить чудеса. Я отвлеку тебя от всего, что тебя беспокоит, и направлю к лучшему будущему. Я хочу помочь вам открыть для себя настоящую любовь, улучшить свое здоровье, изменить финансовое положение и создать пространство для новых возможностей. Надеюсь, я смогу помочь вам в поисках любви. Мы просим вас помочь нам распространить эту информацию, поделившись этим видео. Неважно, сколько дней вы боролись на этой неделе. Если вы чувствуете себя потерянным и несчастным, я желаю благословений, которые изменят жизнь вам и вашим близким. Вы будете продолжать существовать бесконечно. Как бы долго вы ни были безутешны, не нужно излишне давить на себя. Вам не придется решать эту проблему в одиночку. С моей помощью вы обретете покой и преодолеете свои проблемы. Доверьтесь мне и почувствуйте изменения своих обстоятельств. Пусть ты найдешь утешение, зная, что я никогда не оставлю тебя. Мое самое глубочайшее желание, чтобы у вас было много радости и удачи во всех аспектах вашей жизни. У вас есть способность исцелять прошлое, осмысливать настоящее и смотреть в будущее с оптимизмом. Вместо того, чтобы пытаться решить проблемы самостоятельно, доверьтесь мне, и я позабочусь обо всем остальном. Доверие ко мне принесет чудесные события в вашу жизнь. Я доверяю тебе, дорогой Господь Иисус, больше, чем чему-либо еще в этом мире. Прошу вас услышать мою молитву об исцелении и благословить не только меня, но и дорогих мне людей. Думая о человеке, читающем это прямо сейчас, я ценю вашу поддержку, когда вы готовитесь ко сну. Пусть утешительные объятия, которые вы предлагаете, помогут им преодолеть любую эмоциональную боль или разбитые воспоминания. Покажи мне свое великолепие и щедрость во всем, что я делаю. В моменты, когда я чувствую себя потерянным и неспособным прийти в себя, я знаю, что ты всегда рядом со мной. Я – отправная точка и конечная точка. Все в космосе возникло благодаря моим действиям. Это моя ответственность, и ничья больше спасти его. Я есть истина, путь и жизнь. Доверься мне, и я приведу тебя к вечной жизни. Найдите путь к вечному существованию, как я и обещал. Желаю осыпать тебя благословениями и улучшить твою жизнь в 1000 раз. Если бы только был способ улучшить тебя в 1 000 000 раз. Как божественное существо, я желаю возвысить вас до выдающегося положения в этом мире. Вы можете мне доверять, потому что я всегда держу свои обещания. Верьте в то, как я буду относиться к вам, и в подходящее время начнут происходить многие великие дела, как я и обещал. Я намерен оказать вам помощь, которую никто другой не сможет. Никто другой не сможет принести ту непостижимую радость, которую приношу я.
Я глубоко благодарен за вашу поддержку и восхищение. Я надеюсь, что у вас и ваших близких есть все лучшее, что может предложить жизнь. На жизненном пути вы встретите людей, готовых вам помочь. Если тебе это нужно, рассчитывай на то, что я буду рядом с тобой. Вам не придется сталкиваться с жизненными трудностями в одиночку. Плачьте и переживайте из-за ситуации еще одну ночь, и эта ночь станет для вас последней. Я надеюсь и молюсь, чтобы Бог даровал вам жизнь, полную здоровья, удовольствий, счастья и материальных благ. Обратите внимание на мои молитвы и дайте мне ответ. Пусть вы получите все эти чудесные преимущества, потому что Христос победил вашего врага 2000 лет назад. Никакое планирование с вашей стороны не приведет к успешной защите ваших целей. Вам не нужно беспокоиться об этих вещах, поскольку мы не собираемся производить какое-либо оружие, которое могло бы быть использовано против вас. Я искренне надеюсь, что вы и ваши близкие будете обильно благословлены во всех сферах жизни, особенно в плане физического и душевного благополучия. Пусть каждый разделит это процветание, независимо от его нынешнего финансового положения или прочности семейных уз. Кроме того, я желаю вам и вашим близким, чтобы вы все установили прочные связи друг с другом. Отец Небесный, давайте все вместе помолимся Господу. Я прошу помощи, чтобы адаптироваться к вещам в моей жизни, которые я не могу изменить. Пусть моя молитва будет услышана и услышана. Я умоляю вас рассмотреть мое обращение и ответить соответствующим образом. Пожалуйста, услышь мою молитву и благослови меня обильно. Благодарю вас за изучение любви, здоровья и изобилия, которые по праву принадлежат мне благодаря Божьему состраданию. Для меня было бы очень много значить, если бы вы помогли мне принять то, что я потерял, и направили бы меня к будущим преимуществам, которые вы для меня запланировали. Ваша помощь очень ценится. Ты мой Бог, и я верю в Твою способность спасти меня. За это я благодарен. Я молю Тебя, чтобы Ты направил мои шаги в правильном направлении, когда я выполню свой священный долг. Я посылаю вам эту молитву, надеясь, что вы поможете своим небесным существам следить за мной и обеспечивать мою безопасность. Как Сын Божий, Иисус Христос, я призываю вас сделать это. То, что я предлагаю, действительно, только если вы в это верите. Наши личные отношения основаны на доверии к Богу, которое является фундаментальным для всех них. Я никогда не прощу тебе лжи в моей реальности. Обещание награды тем, кто ищет меня, и предпосылки для прихода ко мне имеют существенное значение. Не жди от меня ничего, пока не пройдет время. Только тогда у вас будет шанс получить что-то от меня. Если вы вежливо попросите, мы сможем продолжить процедуру. Один из способов общения с другими людьми – это религиозные практики, которым вы следуете. Ваша помощь будет по-настоящему оценена, если вы поверите в мои способности. Если вы обратитесь ко мне с просьбой, я помогу вам сделать то, что является этически правильным в любом конкретном сценарии, в соответствии с мнением большинства людей. Пожалуйста, не подвергайте сомнению мои способности и не беспокойтесь о том, смогу ли я удовлетворить ваши потребности. Мне нужно твое доверие. Если понимать буквально, метафора волн, разбивающихся и кружащихся в океане, служит иллюстрацией присутствия неопределенности. Зацикливаясь на своих проблемах по-старому,
вы рискуете стать возбужденным и беспокойным. Поверьте, я выполню все ваши требования. Поверьте мне, когда я это говорю. Одна из самых известных фраз, приписываемых Иисусу Христу, звучит так: «Даже когда они умрут, те, кто поверил в Меня, будут жить вечно». Точно так же я тот, кто оживляет мертвых. Среди множества легендарных высказываний, приписываемых Иисусу, одно выделяется особенно запоминающимся. «Одна вещь будет вручена тем, кто доверил моему сыну свои деньги, в знак благодарности. Они доверяют моему сыну, и он гарантирует их счастье той ценой, которую предлагает. Это знак вашей благодарности. Вам будет предоставлена возможность провести вечность в присутствии Бога, и если вы доверитесь Ему и посвятите свою жизнь подчинению Его указаниям. Эту выгоду невозможно получить иным способом. Я верю, что вы сможете сделать это, если доверитесь Ему, и я верю, что вы все можете достичь этого, работая вместе. Даже самое маленькое семя веры имело бы для меня огромное значение, и я завишу от каждого из вас. У вас есть возможность достичь, казалось бы, невозможного и даже свернуть горы, если вы верите в себя и свои способности. Никакая задача не является непосильной для вашего Бога, способного совершить даже самые невозможные подвиги. Даже если кажется, что выхода из ситуации нет, если вы мне поверите, я покажу вам, что выход есть. Что бы вам ни понадобилось, я могу это сделать. Благословения ждут тех, кто имеет веру, даже когда кажется, что выхода нет. Те, кто упорствует и не сдается, получат по заслугам. Даже если у вас нет реальной связи с внешним миром, и иногда вы чувствуете себя потерянным или неуверенным, знайте, что я здесь для вас, независимо от того, как далеко вы находитесь. Более того, я умоляю вас никогда не забывать об этом. Я понимаю, что могут быть моменты, когда вы так себя чувствуете, особенно когда дела идут трудно. Точно так же, как родитель успокаивает своего ребенка, вы можете рассчитывать на то, что я сделаю то же самое для вас. Я подхожу к этому трудному времени с намерением поставить себя на ваше место и понять вещи с вашей точки зрения. Будьте уверены, я буду тем, кто утешит вас и позаботится обо всем. Я могу помочь успокоить ваш разум. Никогда не забывайте, что вы особенные и что Бог создал вас для определенной цели в жизни. Если вы верите в Бога, держите это в центре своих мыслей. Другими словами, вы всегда должны иметь эту идею под рукой. Вы были посланы на эту землю с определенной целью, и у меня есть еще большие планы на ваше будущее, чем вы можете себе представить прямо сейчас. Из-за моего предложения твоя жизнь кардинально изменится. Я с нетерпением жду того дня, когда ты найдешь меня и позволишь моей воле к твоей жизни руководить твоими действиями. И если вы сможете меня найти, помочь вам сместить фокус так, чтобы он лучше соответствовал моим ожиданиям, это моя миссия в жизни. Крайне важно, чтобы вы поняли концепцию, согласно которой я не проповедую свое послание, а передаю его, используя убедительный и элегантный язык высочайшего значения. Вместо этого я демонстрирую силу, исходящую от Святого Духа. Вот почему важно, чтобы вы понимали эту концепцию. Пожалуйста, не основывайте свое доверие ко мне на мнениях или опыте других людей. Я не хочу этого. Вместо этого я хочу, чтобы авторитет, которым я сейчас обладаю, послужил основой вашего доверия.
Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве, если кто-то из моих детей читает это. Если вы доверяете мне, пока вы здесь, серьезно подумайте над моими предложениями. Я покажу вам путь к финансовому успеху. Все, что я прошу, это вашей веры. Я был бы очень рад, если бы вы смогли признать и оценить все подарки, которые я дал вам и важным людям в вашей жизни. Я надеюсь, что да. Помните, насколько важно проявлять признательность не только за возможности. Пожалуйста, примите мою благодарность за эти преимущества. Помимо того, что я представил их вам, я сделал это еще и ради возможности доставить их вам. Я отказался от чего-то, чтобы не забыть это. Я прощаю свою приверженность вашим проступкам. Я также сочувствую вашей юридической борьбе. Из-за своей преданности мне они обязаны упорствовать. Мне известно каждое твое преступление. Все, что произошло, независимо от того, осознаешь ты это или нет, прощается, пока я осознаю каждый твой грех. Я прощу тебя, что бы ни случилось. Моя любовь к тебе останется постоянной и безграничной. Твое обожание ко мне будет длиться вечно. В обязательном порядке он послужит вам тем или иным образом, в той или иной форме. Вы всегда можете рассчитывать на ту любовь, о которой мы здесь говорим. Такая любовь никогда не откажется от своего объекта. Ты всегда будешь рядом с ними, несмотря ни на что. Нет причин разочаровываться, даже если в прошлом вы сделали неправильный выбор. Потому что моя миссия в жизни – помочь вам выздороветь, чтобы вы могли продолжить свою жизнь. Если вы верующий, напишите «Аминь». Если ты доверишься мне, я укреплю твои шаги, чтобы ты не упал. Даже если ты сделаешь неверный шаг или споткнешься, я поймаю тебя, чтобы не дать упасть. Я также позабочусь о том, чтобы ваши шаги были сильными. Даже если ты споткнешься, я облегчу тебе задачу. Тот, кто пойдет по моим стопам, получит удовольствие от падения. Я позабочусь о том, чтобы ты не упал, держу тебя за руку. Я буду рядом и поймаю тебя, если ты это сделаешь, но если ты это сделаешь, ты рискуешь споткнуться. Я буду крепко держать тебя, мой любимый сын. Вы больше не находитесь в хрупком состоянии. Вы многого добились за короткое время. С момента вашего первого визита ко мне вы выросли в силе, мудрости и жизненной энергии. Однако раньше вы были слабее во всех трех категориях. Даже если вы мне не верите, я все равно могу помочь вам преодолеть трудности и неудачи, которые всегда преподносит жизнь. Если вы поверите в меня, я не смогу помочь вам, когда жизнь подкинет вам неприятный момент. Вы можете рассчитывать на то, что я помогу вам выйти из этой ситуации. Когда кто-то придет на ум, я не смогу помочь тебе, если ты мне не доверишься. Когда я слышу твое имя, ты первый человек, который приходит на ум. Насколько я понимаю, ты выделяешься из толпы, как больной палец, а не просто еще одно лицо в толпе. Ваше благополучие – мой главный приоритет, и я знаком со всеми аспектами вашей жизни. Для меня важно следить за тем, как у вас дела. Я не могу покинуть тебя. Я сделаю все, что смогу, чтобы этого никогда не произошло. Какими бы разными ни были ваши обстоятельства, вам не придется сталкиваться с жизненными трудностями в одиночку. Я никогда тебя не оставлю.
Я пришел оказать помощь и посмотреть, как ты себя чувствуешь физически и морально. Если это не то, что вам нужно, пожалуйста, рассмотрите мое предложение о помощи. Я не успокоюсь, пока не найду решение, и всегда думаю о новых способах служить вам. Мое намерение состоит в том, чтобы мои планы принесли вам успех и процветание, а не проблемы и отчаяние. Доверившись мне и следуя моим советам, вы получите блестящее будущее. На этом этапе вы можете подумать, что уже знаете, что для вас лучше, но доверьтесь моим планам, потому что они более полезны, чем все, что вы можете себе представить. По сравнению с вашими собственными идеями, мои планы на вас весьма выгодны. Если вы столкнетесь с трудностями, знайте, что у меня есть планы еще более выгодные, чем все, что вы можете себе представить. Если вам нужно убежище, вы можете найти его во мне. Я всегда буду рядом с тобой, что бы ни случилось. Когда придет буря, я обеспечу убежище и безопасность. Я обещаю всегда быть преданным тебе, независимо от обстоятельств. Помните, что я никогда не нахожусь очень далеко, даже если кажется, что я далеко. Вы не одиноки. На протяжении всего вашего путешествия я буду вашим проводником и спутником. Будьте уверены, я буду рядом с вами до конца. Здесь ни о чем беспокоиться. Каждый, кто доверяет мне, может быть уверен. Я восстановлю им здоровье и исцелю их снова. Они не будут утомлены физическими нагрузками и смогут в полной мере насладиться ими. Вы можете рассчитывать на мою помощь. Держитесь твердо, и вместе мы добьемся величайшего выздоровления в вашей жизни. Мое самое большое желание, чтобы ты добился успеха. Я здесь, чтобы это произошло. Ваши молитвы были услышаны, и ангелы-хранители были посланы рядом с вами в это трудное время. Они обеспечат вам комфорт и смелость. Я обещаю быть рядом с тобой всеми возможными способами. Я приложу все возможные усилия в пределах своих возможностей. На протяжении своей жизни вы можете столкнуться с различными трудностями, но знайте, что я о них прекрасно знаю. Независимо от того, какую форму принимают эти испытания, я буду рядом с вами на каждом этапе пути. Не нужно чувствовать тревогу или раздражение. Я здесь, чтобы поддержать вас, даже в трудную минуту. Не нужно ни из-за чего впадать в депрессию. Я здесь, чтобы дать вам утешение и уверенность, облегчить ваше бремя и позволить вам двигаться вперед. Как Бог всего утешения, я твердо клянусь, что какими бы трудными ни были дела, я останусь рядом с тобой. Независимо от того, смело ли вы преодолеваете самые темные уголки долин или самые высокие вершины гор, вы можете рассчитывать на меня. Я буду с тобой, что бы ни случилось. Я буду рядом с вами на каждом этапе пути, направляя и поддерживая вас. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на свое понимание, полностью доверьтесь мне. Я участвую во всех твоих действиях. Как только вы это поймете, я покажу вам путь вперед. Ваше дальнейшее присутствие в моих молитвах, наряду с любовью Божией, благодатью Иисуса Христа и общением Святого Духа, является моим искренним желанием. На следующей неделе вам будет доступен широкий спектр увлекательных событий и впечатлений. Я запустил цепную реакцию, которая улучшит вашу жизнь во многих отношениях.
Сюда входит то, как вы зарабатываете деньги для своего бизнеса, радость, которую вы находите в своих отношениях и хобби, а также общее качество вашей жизни. Я желаю вам этого подарка, и вы станете свидетелем трансформации, когда я превращу вашу печаль в радость, а ваши неудачи в триумфы. Ты перенесла больше боли, чем следовало бы, моя дорогая, и в течение длительного периода времени. Помните, что вы более важны, чем вы думаете, и это включает в себя все ваши тревоги, грусть и беспокойство. Вы сыграли роль в том, что я стал тем, кем я являюсь сейчас. Если вы доверитесь мне в это трудное время, я позабочусь о том, чтобы вы стали сильнее, чем раньше. Я знаю, что вы переживаете трудные времена во многих сферах вашей жизни, включая здоровье, карьеру, отношения и финансы. Я глубоко сочувствую трудностям, с которыми вы столкнулись. Тем не менее, нет необходимости беспокоиться ни о чем из этих вещей. Уверяю вас, что я не оставлю вас в этих краях. Очень скоро вы увидите улучшение. Это изменение сразу же станет для вас очевидным. Возможность обрести мою благосклонность и мои благословения вот-вот представится вам так, как вы даже не могли себе представить. Сегодня подобные вещи, возможно, не приходили вам в голову как возможности. На самом деле, миллион лет назад вы, вероятно, не осмелились бы мечтать о них. Я не из тех богов, которые постоянно меняют свой взгляд на текущую ситуацию или противоречат сами себе. Я отвечаю на ваши молитвы и не забыл молитв, которые вы произнесли за свою бабушку. Я навсегда благодарен за ваше присутствие в вашей жизни, за поддержку вас и меня, несмотря ни на что. Вас защищают молитвы, которые вы произнесли за свою бабушку, и я благодарен вам за это. Ваша бабушка была благословлена защитой, которую вы получили благодаря молитвам, которые вы приготовили для нее. Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность. Ради вас я прошу вас с большой радостью и воодушевлением повторить вместе со мной эту фразу: «Я буду поклоняться Твоему имени и сознательно выбирать беззаботность, потому что знаю, что Ты придешь мне на помощь и защитишь меня от бед, несмотря ни на что». Случается. Далее следует страстное провозглашение веры. Когда это сказано, это будет способствовать реализации благ, которые по праву принадлежат вам. Так что наслаждайтесь ими. Они также облегчат передачу благ, которые по праву принадлежат вам. В результате его реализации вы также получите это преимущество. Выберите Иисуса своим Господом, независимо от вашего типа веры. Будьте готовы к удивительным событиям, которые произойдут в следующем году. Я хочу, чтобы вы отпраздновали со мной все лучшее, что может предложить этот год. Также знайте, что я надеюсь, что вам понравятся эти занятия, когда мы будем заниматься ими вместе. Я рад встретить Новый год вместе с вами. Вы предвидите, что это произойдет? Если да, пожалуйста, скажите мне. Я буду горячо молиться, чтобы Бог благословил вас физическим и психическим здоровьем, довольством, радостью и чтобы все ваши мечты сбылись. Твои мечты важны для меня, и я хочу, чтобы они сбылись по мере того, как мы приближаемся к той жизни, которую я для тебя представлял. Если вы ищете личного помощника, я хотел бы подать заявку с вашими идеями. Я хочу убедиться, что все идет так, как ожидалось. Я гарантирую, что не подведу вас и позабочусь обо всем, чтобы вам не пришлось этого делать.
Независимо от того, открыл ли ваш противник неосознанно какие-то двери в вашей жизни, не бойтесь, потому что я закрою каждое окно возможностей, которое ваш враг открыл для вас. Если в прошлом для вас были открыты двери, я закрою их все. Если ты настаиваешь на том, чтобы цепляться за меня, я останусь рядом с тобой, какими бы плохими ни были дела. Я таинственным образом спасу тебя и вознесу на еще большую высоту, если ты продолжишь держать меня. Помните, я тот Бог, который исполняет желания тех, кто приходит ко мне и просит их. Я обещаю привести вас к еще большим высотам. Благодаря мне ваша продолжительность жизни будет необычайно увеличена. Твоя жизнь не будет потеряна из-за меня. Если у вас или у кого-то, кто вам дорог, бегают мертвые призраки, я их выгнал. И если вы дадите мне разрешение, я исцелю любые болезни, усилю любые слабости и верну жизнь в любые области спокойствия и привязанности, которые увяли из-за пренебрежения. Я торжественно клянусь, что никогда не проигнорирую ваши крики о помощи, не проигнорирую ваши мольбы о пощаде и не буду молчать, пока вы терпите свою боль. Сколько бы раз ты ни просил меня о помощи, клянусь, я никогда не закрою глаза. Всегда знай, что ты можешь рассчитывать на то, что я буду твоей опорой, и что я буду рядом с тобой, с какими бы трудностями ты ни столкнулся. Ты можешь рассчитывать на меня, что бы ни случилось. Если вы согласны, пришлите свой запрос, моя дорогая. На моем месте вам нечего бояться. Поверьте, что я могу организовать мероприятие так, чтобы принести вам максимальную пользу. Тебе не придется беспокоиться, если ты веришь в меня и думаешь, что я справлюсь. Я гарантирую, что вам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем вы полностью раскроете свой потенциал. Я с нетерпением жду всего, что вы приготовили на ближайшие дни, недели и месяцы. Я обещаю благословить вас изобилием богатства и настоящей любви. Дорогая моя, ты должна знать, что я буду рядом с тобой, что бы ни случилось. Кроме того, я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, любя другого человека. Я никогда не оставлю тебя. Моя любовь к тебе превосходит любую другую любовь, которую ты можешь испытывать. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя обожаю. Это превосходит ваши самые смелые мечты. Заявление о вере признает, что я Бог, и укрепляет веру в то, что Бог помог нам, помогает нам сейчас и будет продолжать помогать нам в будущем. Любовь и безопасность изобилуют, когда мы идем по жизни, зная, что Бог с нами. Добрые слова, как сод, сладки для души и целебны для костей. Вселенная подсказывает нам, что пришло время возбудить эмоции, даровав неожиданные благословения. Мотивация сохраняется, чтобы снять стресс и поверить в то, что позитивные изменения неизбежны. Призыв к действию. Наберите 222. И все готово, что сигнализирует об ожидании хороших новостей и знак того, что мы на правильном пути. Приглашение подтвердить веру с помощью таких действий, как лайк видео или написание 1919, как знак того, что впереди нас ждут хорошее дело. Это побуждает нас принять позитив. Бог утверждает, что во времена страха быстрая молитва может рассеять его власть. Нам напоминают, что все, чего мы желаем, уже в пути, нам просто нужно довериться божественному времени. Небесный Отец, я смиренно склоняюсь перед Тобой, повторяя обещания, которые Ты провозгласил в Своем священном Слове.
Ваше заверение держать меня правой рукой и приказывать не бояться находит глубокий отклик в моей душе. В минуты нужды я ищу вашей божественной помощи, твердо придерживаясь прибежища в ваших руках. Твое слово побуждает меня просить, и поэтому я обращаюсь к Тебе с мольбой. Я прошу Твоего руководства, Господь, и силы, чтобы твердо стоять перед лицом испытаний, закрепляя свое сердце в святилище Твоего присутствия с первого света дня до тех пор, пока мои глаза не закроются в покое. Будь моим прибежищем и силой во времена невзгод, когда кажется, что мир против меня. Я прошу Тебя вмешаться и освободить меня, успокоить бури, бушующие в моей жизни, развеять страхи, которые грозят овладеть мной. Пусть истина Псалма 34:17 будет моим нерушимым якорем, чтобы мои крики, как праведной души, не остались незамеченными и освободили меня от всех трудностей на этом пути. Отец, даруй мне проницательность, чтобы различать пути праведности и пути, ведущие к заблуждению. Пусть мой дух жаждет Твоего присутствия больше, чем мирские желания, и пусть он принесет плоды духа, когда я иду рядом с Тобой. Когда трудности накапливаются и царит хаос, дай мне силы и смелость выполнить Твои обещания. Как псалмопевец взглянул на холмы за помощью, так и я устремляю свой взор на Тебя, Создателя неба и земли. Помоги мне пройти этот сезон с непоколебимой верой, веря, что в нужный момент я оглянусь назад и увижу, как Твоя верная рука ведет меня. Господи, я ищу Твоей защиты от всего зла. Даруй мне ясность, чтобы осознать присутствие зла, и мудрость, чтобы дистанцироваться от его ловушек. Откройте двери, которые кажутся закрытыми, откройте путь, где я ничего не вижу, и будьте моим голосом, когда слова меня подводят. Во имя Иисуса я провозглашаю победу над невзгодами, черпая силу из обещания, что все, что я попрошу во имя Его, будет даровано мне. Прошу Твоей помощи, Господи, чтобы моя жизнь переполнилась радостью и счастьем, свидетельством Твоей бесконечной благодати. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Бог объявляет, что вы собираетесь пережить одно из самых значительных изменений в своей жизни. Многие вещи складываются в вашу пользу. Однако у тех, кто терпеливо ожидает Господа, произойдет обновление сил. Они воспарят на крыльях, как орлы, побегут, не уставая, и пойдут, не упадая в обморок. Бог признает стресс, в котором вы оказались, и необходимость мира в вашей жизни. Он уверяет вас, что этот мир будет дарован, призывая вас отдохнуть. Этот мир постоянен, и, отдыхая сегодня вечером, знайте, что Он уже организовал все на завтра. Даже в ситуациях, когда вы этого не осознаете, Бог активно работает от вашего имени. Доверяйте и верьте, потому что Бог защищает вас от невидимых испытаний. Его надежность непоколебима, Он прокладывает путь даже тогда, когда это кажется невозможным. Если вы благодарны, напишите «Аминь». Щедрый Дух ведет к процветанию, и те, кто воодушевляет других, сами почувствуют воодушевление. Советует силу и смелость перед лицом насмешек и издевательств. Из любви упорствуйте, несмотря на временную боль и страдания, поскольку Бог обещает награду за вашу верность. Помните, что Бог видит и понимает происходящее перед вами. Он спасет ситуации, о которых вы даже не подозреваете. Доверие и любовь вернутся, поскольку Бог восстанавливает все, что было потеряно. Ваши молитвы были услышаны, и помощь уже в пути. Если верите, напишите «Аминь».
Во времена борьбы молитесь об исцелении, зная, что Бог берет вашу правую руку и говорит: «Не бойся, я помогу тебе». Если согласны, напишите в комментариях «Аминь». Подчеркивается неизменная любовь Иисуса Христа, помня, что любовь Божия безусловна и безмерна. Независимо от ваших прошлых или нынешних обстоятельств, Божья любовь к вам постоянна. Бог дает вам ключи к чему-то новому, и двери благословений вот-вот откроются. Молитесь о том, чего вы хотите, и верьте, что вы это получите. Напишите «Аминь», если верите. Посреди ваших проблем и тревог помните, что Бог намного больше их. Сосредоточьтесь на том, что шепчет Бог, а не на том, что кричит враг. Верьте, что Бог превращает тьму в свет. Ожидайте, что скоро вы отпразднуете что-то особенное, полное радости и счастья. Доверяйте свои планы Богу, защищая свое сердце, потому что все, что вы делаете, исходит от Него. Подумайте о бурях, которые вы пережили в прошлом, осознав, что они подготовили вас к предстоящему пути. Поддайтесь бурям, зная, что они созданы для того, чтобы выявить лучшую версию вас самих. Если согласны, напишите «Да». Вселенная не забыла вас, вас ждет значительное благословение. Жалуйтесь и верьте. Напишите «Верьте, чтобы получить благословение». Освящены непостижимые замыслы Бога для любящих Его. Доверяйте Его времени, Его воле, Его плану и Его славе, а не своей. Господь Иисус, в смиренной покорности я прихожу к Тебе, осознавая глубину своей потребности в Твоем исцеляющем прикосновении во всех аспектах моей жизни. Я по-прежнему твердо верю, что с Вами все возможно. Вознося свое сердце к Вам, я верю в Вашу способность обновить мой разум, тело и душу. Ты, Господь, источник бесконечной радости в жизни, и я ищу силы идти по пути, который Ты проложил для меня. Даруй мне мудрость и благодать, чтобы признать тех, кого Ты поместил вокруг меня, чтобы помочь мне на моем пути к целостности. Я признаюсь в своих недостатках и прошу у Вас прощения за попытку решать проблемы в одиночку и за поиск решений не в Ваших местах. Я выражаю благодарность за Вашу замечательную способность делать больше, чем я могу себе представить. Я верю в Твое восстановление и искупление от каждой трудности, от каждой битвы для Твоей большей славы. Распространите свою исцеляющую силу на моих убитых горем друзей и семью, начав свою мощную работу в их жизни. Окружите их сверхъестественным миром, дайте им силы и веру поверить, что с Вами все возможно. Аминь. Во имя Бога я обещаю, что, когда придет время, я раскрою вам многие из своих благ. Если вы доверяете мне, душевное спокойствие, которое я вам даю, произойдет. И я хочу, чтобы вы знали, что мои благословения будут с вами навсегда. Подпишите «Аминь», чтобы это произошло. Спасибо за внимание. Получайте больше посланий от Бога, подписавшись.